Что будет, если пить много воды каждый день? Можно быстро умереть. Или в лучшем случае не очень долго мучиться. Многое определяет водный тест. Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор сотен видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть некоторые особенности, как лечиться, вылечиться и жить без болезней. А также рассказать, что будет, если пить много воды каждый день. Есть мнение, что вода абсолютно необходима всем и всегда. Поэтому если пить много воды каждый день, можно больше ничего не делать. Вы будете хронически здоровы. Но известное мнение, что всем нужно пить 1,5-2,5 литра воды в сутки, уводит вас в никуда. Эта рекомендация ни о чем. Если вы точно знаете, в каких условиях, какими видами деятельности будете заниматься в ближайшие сутки, можно рассчитать необходимое количество воды на ближайший день. И возможно вам действительно необходимо выпить 1,5, 2 или 2,5 литра воды в сутки. А возможно совершенно иное количество. Более того, не всегда равномерными порциями на протяжении дня вам нужна вода. Когда вы собираетесь на автомобиле в другой город, в зависимости от расстояния, можете примерно определить количество бензина на поездку. Но только примерно. Расход топлива определяет не только расстояние, но и состояние автомобиля, давление воздуха в колесах, скорость движения, а также рельеф местности. И это как минимум. И в дороге все может круто измениться. Если процитировать президента одной известной европейской страны, когда он анонсировал начало реформ, он сказал примерно так: «Мой народ будет жить плохо, но недолго». Понятная игра слов. Реформы проходят через сложности, чтобы жить лучше. Но в отношении неправильного употребления воды лучше не сказать. Что будет, если пить много воды каждый день? Можно не очень долго мучиться или быстро умереть на фоне относительного здоровья. Если вы хотите жить лучше и дольше, смотрите видео дальше. Можно погадать на кофейной гуще, сколько нужно пить воды каждый день, но я вам не советую. Просто цена вопроса. Это не просто ваше здоровье, но и ваша жизнь. Нужно знать основные ориентиры. Потребность в воде для взрослого здорового человека — это 4-5% от массы тела. Или 40-50 мл на 1 кг веса каждый день. Можно ли пить воды меньше? Можно, но вспоминайте высказывание президента европейской страны. Почему нельзя меньше? Если вы ведете не очень активный образ жизни, потребность в белках ежедневно составляет примерно 1 грамм на 1 килограмм массы тела. И если вы занимаетесь спортом или работа связана с физическими нагрузками, возможно, вы ребенок либо подросток, женщина беременная либо кормящая, выздоравливаете после перенесенной инфекции, либо стремитесь повысить иммунитет, чтобы не заболеть, ежедневная потребность в белках увеличивается. И это все каждый день. А физиологи утверждают, что для полноценного удаления продуктов распада 1 грамма белка из организма человека нужно 42 мл воды. И это ежедневная потребность. Иными словами, если потребность в белках 1 грамм на 1 килограмм веса, и для этого вам нужно на 1 килограмм веса употребить 42 мл воды для удаления продуктов белкового распада, то норма по употреблению воды для такого человека стартует с цифры 4,2% от массы тела. Если вам рекомендуют
просто пить меньше воды или пить больше воды ежедневно, значит, вначале вам должны были скорректировать ваш образ жизни и рацион питания. Вода в этой системе имеет вторичное значение, а первичное – необходимое количество белка. Если вы делаете все наоборот и просто изменяете в рационе количество воды, то это ваш выбор. Но появятся специфические болезни. Есть болезни, связанные с недостаточным употреблением воды. Есть болезни, связанные с избыточным употреблением воды. О том, что будет, если пить мало воды каждый день, я в своих видео рассказываю часто. Возможно, со временем напишу обобщающее видео, что будет, если пить мало воды каждый день. Но если вы попытаетесь поддерживать водный баланс в организме, употребляя просто воду, и стремитесь узнать свой ответ на вопрос, что будет, если пить много воды каждый день, внимательно прочитайте название видео. Можно реально быстро умереть, либо не очень долго мучиться. Просто условия, когда вам нужна чистая питьевая вода, возникают не очень часто, и их нужно знать. А чаще всего вам нужна не чистая вода, а разного вида жидкости либо напитки. Когда вам нужна чистая вода для питья, утром после сна, ваш организм ночью работал. Почки очищали кровь, вырабатывая мочу. Вы дышали, с выдыхаемым воздухом теряли воду. Потовые железы выделяли пот. Утром сработал кишечник. А это все потери воды. И утром натощак можно выпить чистую воду. А можно выпить десятки видов напитков, которые обеспечат те виды деятельности, которые вы запланировали на ближайшие часы, либо на ближайший день. Просто правильно комбинируя различные добавки к воде, вы расширяете спектр действия воды на ваш организм. Наберите в поисковике «Как правильно пить воду утром натощак после сна» и найдете мое видео, в котором я даю достаточно много информации на эту тему. Если же вы своим образом жизни привели к тому, что появилось чувство жажды, также можно пить чистую воду. А можно пить практически любую воду. Просто при наличии чувства жажды вы можете умереть в считанные минуты. А от приема некачественной воды проживете дольше. И успеете получить медицинскую помощь, если вода оказалась уж очень некачественной. Но если есть жажда, воду нужно пить правильно. Иными словами, медленно. Точнее, очень медленно. Иначе быстрое увеличение объема циркулирующей крови может не выдержать ваше сердце. Как и обеспечивать циркуляцию густой крови, когда есть жажда. В других случаях вам чистая вода для питья не нужна. Напомню нормальную физиологию человека, первый и второй курс медицинского института. Кровь — это клетки крови и плазма крови, которая находится между ними. Плазма крови — это различные гидрофильные соединения и свободная вода. Иными словами, в плазме крови находятся различные соединения, растворенные в воде. Иными словами, это связанная вода этими соединениями, количество которой примерно 1,5-2 литра. И примерно 200 мл свободной воды. Эта вода ни с чем не связана, и она готова растворить все, что угодно. Просто ваш организм не знает, что вы умудритесь ввести в кровь, и готов растворить и доставить по назначению. Когда у вас появилась жажда, свободной воды в плазме крови практически нет. А значит, увеличилась вязкость крови и, соответственно, нагрузка на сердце. Когда у вас появилась жажда, вы пьете просто воду, объем свободной воды восполняется, жажда исчезает. Но. И несущественно, почему появилась жажда. Вы не знаете, как правильно заниматься спортом, либо как правильно заниматься трудом физическим. Как правильно загорать на пляже, либо как пережить летнюю жару. Как правильно париться в бане, либо сауне. Или просто как пить воду правильно для здоровья на протяжении дня и всей жизни. Иными словами, если появилось чувство жажды, вы любым доступным способом должны устранить жажду правильно. Иначе можно быстро умереть. Если у вас чувства жажды нет, значит свободная вода в крови
есть. Если вы в этих условиях просто пьете чистую воду, минерализация чистой столовой воды менее 1 грамма на литр. Иными словами, чистая вода практически ничего вам дать не может. И почему это важно, я расскажу чуть позже. А пить лечебно-столовые либо минеральные воды без назначения врача — это способ быстро себе навредить. Поэтому это также не выход. А вот когда такая чистая вода для питья попадает в кровь вне чувства жажды, в крови резко увеличивается объем свободной воды. И вы проводите водный тест, определяющий ваш уровень здоровья. Как реагирует организм здорового человека? Правильный ответ на вопрос, что будет, если пить много воды каждый день. Здоровый человек воду активно выводит. Не использует чистую воду в обмене веществ организм, а выводит через почки и кожу. Иными словами, вы больше потеете и больше работают ваши почки. А к улучшению обмена веществ и к дополнительному очищению организма это не имеет никакого отношения. Вы те же конечные продукты жизнедеятельности, которые были в кровеносной системе, выводите в большем объеме воды. Вы просто их развели, и они выходят через кожу, через легкие, через почки. Будете пить много воды, и через кишечник пойдет увеличение объема каловых масс, но это будет просто вода. Как реагирует организм не очень здорового человека? Правильный ответ на вопрос, что будет, если пить много воды каждый день. Не очень здоровый человек не имеет возможности удалить эту воду. И вода накапливается в отеках. И относительно хорошо, если у вас плохо работают почки. Тогда такая чистая вода окажется в отеках на лице. Чаще всего такие отеки вы увидите утром. Несколько хуже, если это отеки на ногах. Если у вас плохо работает сердечно-сосудистая система, такие отеки появятся либо усилятся к вечеру. Но такие отеки относительно легко контролировать, в отличие от отеков другого вида. А вот если вы когда-то в жизни курили, или работа связана с вредными условиями труда, или, что аналогично, живете в условиях мегаполиса, либо крупного промышленного центра, и не знаете, как правильно дышать в этих условиях, то ответ на вопрос, что будет, если пить много воды каждый день, простой. Может внезапно развиться отек легких, и можно быстро умереть на фоне практически полного здоровья. Но умереть внезапно в попытке узнать правильный ответ на вопрос, что будет, если пить много воды каждый день, могут разве что те, кто впервые видят мои видео. Подписчики моих каналов, а также те, кто занесли мой канал в избранное, в закладки, знают мое отношение к употреблению воды и чаще всего пьют связанную воду. А именно суп, борщ, компот, чай, узвар и другие напитки. Чтобы с вами такая ситуация не случилась, наберите в поисковике «Школа доктора Скачко» 2 сезон. И вы попадете на целую серию видео, как правильно пить воду и не отекать. А если наберете «Школа доктора Скачко» 1 сезон, там рассказана целая серия видео, как правильно дышать в зависимости от вашего индивидуального уровня здоровья и от тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С приветствием подписчикам моих каналов словами: крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. Потому как лишняя капля ненужной вам воды может вынести вам не самую интересную ситуацию, не самую легко возвращаемую в вашей жизни. Кому-то из вас это видео может спасти жизнь, а кому-то сохранит здоровье. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа доктора Скачко.